Кирпич за кирпичом здесь возводят здания. Это не жилые дома, а объекты большого предприятия. Сейчас строительство и монтаж. А уже через несколько месяцев активная работа с поставщиками сельхозкультур. Кукуруза, пшеница, ячмень. Злаки будут проходить здесь несколько этапов обработки. После предварительной очистки и сушки зерно попадает в бункер охлаждения для доведения температуры зерна до температуры окружающей среды. В одном из них за 2,5 часа может охладиться до 29 тонн продукта. После охлаждения еще одна очистка. Тогда как большинство предприятий занимается обработкой только кукурузы, оборудование Дик Агро универсально для разных видов культур. На объект привезена почти вся техника. Идет строительство офиса и склада, куда будет отправляться готовое зерно. На площади в почти 7 квадратных километров будет храниться 35 тысяч тонн зерна. Это станет хорошим подспорьем для сельхозпроизводителей. В ожидании хороших цен фермеры обычно отправляют зерно на склад. Вот только зерна много, а хранить негде. В районе явно требовалось появление такого объекта, чтобы сельхозтоваропроизводители, производящие зерновые культуры, вздохнули с облегчением, скажем так. Сейчас они вынуждены возить свое зерно в соседний район и даже районы, вот до Ордонского района, потому что, как всегда, в пик сезона не хватает ни зерносушильных мощностей, ни складских мощностей. Компания Дик Агро – один из госпроектов. Предприятие вошло в подпрограмму «Социально-экономическое развитие Северной Осетии» на 2016-2025 годы. Она реализуется в рамках госпрограммы развития Северо-Кавказского федерального округа. В приоритете – промышленное производство, сельское хозяйство и туризм. Был открытый конкурс. Конкурс был при Министерстве по делам Северного Кавказа. Абсолютно прозрачный, открытый конкурс. Любой проектант может поучаствовать. В прошлом году у нас в инвестиционном портфеле, который был представлен на межведомственную комиссию, было 7 проектов, из них отобрано 2. Корпорация является как бы инструментом реализации данной госпрограммы. И, соответственно, интересно самоучастие федеральных средств, региональных средств в проекте. Это не субсидии, это не займы, а это именно участие в акционерном капитале общества. Общая сумма вложений около 500 миллионов, из них 200 средства федерального бюджета. Господдержка позволит на обоих предприятиях создать 170 новых рабочих мест. Достроят объекты уже в середине будущего года. Виктория Вазгадзе, Александр Каджаев, Иристон ТВ.